Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Туркменская власть подняла тему о роли женщины в нашей стране. О какой роли женщины вы ведете речь, когда сегодня в нашей стране у наших женщин нет никаких прав? Я хочу сказать тебе, Сердар, ты человек, которому абсолютно безразличны люди и их страдания. Ты и твой отец – два конченных закомплексованных недоделка, которые навязывают нашим женщинам, чтобы они восхваляли тебя и твоего урода отца. Каждая наша женщина, девушка, девочка гордятся своими мужчинами, братьями, отцами. Они не должны петь вам дифирамбы, смотря на вас влюбленными глазами. Кто вы? Вы убийцы. Кого ты можешь защитить, Сердар? Глист. Мужчина – это защитник, это стена. Вы с твоим отцом на себя в зеркало смотрели? Наши женщины вынуждены уезжать на заработки в другие страны, оставляя своих детей, своих мужей в Туркменистане, где на протяжении десятилетий правят такие уроды, как ты и твой отец. Это вы создали такие условия. Это вас не волнуют судьбы граждан нашей страны. А ведь вы обязаны, да, именно обязаны заниматься проблемами и нуждами народа. Как вы себе это представляете, когда мать может оставить своего ребенка и уехать зарабатывать деньги? Я хочу сказать нашим женщинам: учите своих девочек, давайте им образование, чтобы в будущем они не оказались в рабстве. Требуйте от тиранов исполнения их конституционных обязанностей, связанных с защитой ваших прав, которые наше государство обязано давать своему народу. Сердар со своим отцом за столько лет ничего не дали народу, кроме рабства и дискриминации законных прав. Система образования нашей страны на сегодня абсолютно неконкурентоспособна. Харамдак и Сердар уничтожают все, к чему просто прикасаются. Да, это очень трудно, когда наши молодые женщины уезжают и работают в Турции, в Эмиратах и в других странах. У них проблемы с паспортами. А ты со своим отцом, как два паразита в организме нашего народа, которые никак не насытитесь, пожирая все изнутри. Вы растаскиваете нашу страну, не даете ничего нашим людям. Самое страшное – это то, что потом наших женщин называют и говорят, что они проститутки. Мне много женщин пишут и рассказывают свои истории. Эти истории страшные, и у всех свои беды. Женщины спрашивают меня, как я бы поступила. Я бы за своих детей перегрызла бы им глотку, растерзала бы. Я мужа своего не бросила. Вы что думаете, я бы оставила бы своих детей? Женщины плачут, не могут перевести денег. Сердар, Рашид Миредов и ты, Харамдак, ваши дети хорошо живут, вкусно едят, а дети наших женщин не доедают и мучаются, при этом они учатся. Вы когда решите вопрос с переводом денежных средств нашим студентам? Вы когда решите вопрос с паспортами? Рассказов много, но я скажу одно: ни при каких обстоятельствах женщины не должны бросать своих детей, ни маленьких, ни тех, кто уже постарше и ходит в школу. Бросать нельзя ни при каких обстоятельствах. Вы должны бороться за право быть всегда со своими детьми. Женщины рассказывают, что их дети не помнят и толком не знают их, называют мать мужа или их матерей мамами. Это где такое видано? При живых матерях называть мамой других женщин, пусть и близких, мать у человека одна. Женщины, не бросайте своих детей. Ребенок должен расти со своей настоящей матерью, а не со свекровями или заловками или другими родственниками. Не бросайте своих мужей. Семья должна быть вместе. То, что происходит у нас в стране, это уничтожение самого понятия «семья». А без семьи государство не может нормально развиваться. Семья – самое важное, что есть в этом мире. Дети – это самое главное. Это наше будущее. Боритесь за них. Боритесь за то, чтобы ваши дети были рядом с вами. Наша страна будет сильной, когда вы будете бороться за своих близких.
бороться за право быть рядом с ними. Самое главное в жизни – это твоя семья. Я сама прошла и сама знаю, что такое диктатура и как с ней бороться. Я боролась внутри страны и свою семью, своих детей я никогда не бросала. Сейчас время другое. У вас есть мы, и вы можете всегда с нами связаться. А тогда я была со своей семьей сама, со своей мамой, моими сестрами и нашими детьми. Но мы не сдавались, мы всегда боролись. Когда Гильды посадили, моему сыну было 6,5 лет, а моей дочери было 7 месяцев. Я ездила в тюрьму каждую неделю проверить, жив Гильды и как его самочувствие. Мне не всегда давали свидания, но увидеть его в проеме двери мне удавалось. Ради этих секунд я преодолевала тысячи километров на самолете и машинах, чтобы увидеть и быть спокойной. Спокойной, потому что мой приезд был сигналом моего систематического контроля для руководства пенитенциарной системы. Был сигналом для начальника зоны, прокурора по надзору и всем операм и работникам режимной части. И мой контроль за состоянием здоровья и соблюдением прав моего мужа был понятен и известен всем работникам МВД и прокуратуры, начиная от уровня зоны вплоть до Министерства силовых структур и Генпрокуратуры. Не я их боялась и упрашивала, и не дай Аллах умоляла, а они меня боялись. Я забрасывала все силовые государственные ведомства и организации письмами с претензиями по фактам нарушения наших прав. Начальники зоны и прокуратуры по надзору боялись этого страшно, так как у них всегда было рыльце в пушку. В один из моих приездов рано утром я, как обычно, написала заявление на имя руководителя зоны с тем, чтобы получить свидание, и передала офицеру, ответственному за контролем свидания. После ожидания около 3 часов на жаре мне вышли и сказали, что я не получу свидание, так как начальник зоны должен уехать, и только после обеда будет рассматривать заявление. Когда все это я выслушала, вышел начальник зоны. Я подошла к нему и спросила, почему он мне не подписал положенное свидание. Он сказал мне, что у него нет времени, что он уезжает, и что только после возвращения он будет говорить о разрешении на свидание. Был июль месяц, жара невыносимая. Я простояла на этой жаре до вечера, потому что там и скамеек не было. Там был один большой топчан в ужасно жаркой комнате. Женщины с детьми ждут там даже туалета нет для ожидающих. Уже в 7 часу я увидела, что вдалеке едет начальник. Я взяла все свои сумки и встала посередине дороги. Подсознательно я понимала, что никакого свидания он мне давать не собирается. Он сидел за рулем машины и тоже увидел, что я стою на дороге. Он намеренно резко нажал на педаль скорости и направил машину на меня. Я как стояла, так и продолжала стоять, как вкопанная, посреди этой дороги. Он, приближаясь ко мне, еще больше прибавил скорости, видимо, думая, что он таким образом испугает меня. В машине вместе с ним находились его зам и отрядный. Я стояла и думала, ну ладно, если он собирается сбивать, все равно отвечать будет. И даже не сдвинулась ни на 1 миллиметр. Мчась со всей скоростью, уже подъезжая ко мне, он дал резко по тормозам и остановился буквально на расстоянии вытянутой руки. Машина остановилась, подняв страшную пыль, а он как выскочит с криком: «Ты что, совсем рехнулась? Ты что делаешь? Не видишь, что я еду?» На что я ему ответила: «Почему же, я все вижу. А ты не видишь, что я стою?» Он взбешенный заявил: «И что? А то, что я тут стою с утра, и уже, как ты видишь, вечер. Ты даешь мне свидание или нет?» Сказала я ему. Он махнул рукой и сказал: «Иди». «Сердар, у вас до сих пор не созданы нормальные условия для семей, которые посещают своих родных в тюрьмах. Поставьте туда кондиционеры, чтобы женщины и дети могли ждать в человеческих условиях». Уважаемые сограждане, я рассказываю вам, потому что я сама прошла через это жесточайшее испытание на преданность мужу и семье. И я заслужила это право призывать вас к борьбе за свою семью, потому что я боролась внутри страны. Я сама на себе все испытала, и поэтому могу заявить с любой трибуны. Я сама знаю, что такое диктатура Харамбаши и Харамдага.
И я сама знаю, что бороться с ними мы должны с вами. Мы не должны им давать возможность измываться над нами. Мы не должны им давать возможность измываться над нашими детьми и нашими мужьями. Не бросайте своих родных, боритесь за них. Если вы позволите уничтожать свои семьи, вы позволите уничтожать себя. Народ имеет право. Халкын хакы var.